Хайрикан исембез хөрмәтле коллегалар. Без үз эшләребез белән Ватанны данлыйбыз дип исемләгән хәйрия концертына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Роза Шәйхәйдәр кызы Әхмәдиева, Казан дәүләт мәдәният институты ректоры, Венера Әхәт кызы Ганиева, Россия Федерациясының халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты, Евгения Максим кызы Насыйбуллина, Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет оешмасы, иҗат коллективы командасы капитаны һәм Раис Наил улы Фасыйхов, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Роза ханым, иң беренче булып сүз сезгә. Әлеге концертны сез гомумән беренче генә концерт оештырмыйсыз. Это не первый ваш концерт. Расскажите, пожалуйста, где, когда будет проходить данное событие, и также кто является зрителями данного благотворительного концерта, и также вообще какая концепция. Микрофон. Хәерле көн, хөрмәтле Ләйсән Наировна, хөрмәтле безнең журналист залыбыз. Добрый день, уважаемая Лейсан Наильевна, уважаемые дорогие наши журналисты. В первую очередь мне хочется вас всех поблагодарить за совместную работу, потому что в год народной художественной культуры именно вы являетесь нашими трансляторами, и в рамках концепции, которая разработана нашим вузом формирования культурной компетенции личности, мы отдельно выделили блок средства массовой информации, потому что именно вы делаете сюжеты, вы транслируете, и многие читают, смотрят, и именно вы доносите мысль до нашего населения. И огромный вклад вносят именно журналисты. За это вам огромное спасибо. Я немножко хочу рассказать в целом о системе нашего вуза и как именно патриотов своей родины воспитывает наш вуз. Конечно же, деятели культуры являются одним из таких вот продвиженцев как своей родины, так и в целом воспитания всего нашего населения. Здесь мы действуем на основе наших законодательств. Как вы знаете, этот год у нас педагога и наставника, и год народной художественной культуры, как я сказала, и в нашем вузе обучаются вузы с разных регионов Российской Федерации и с разных стран зарубежья, и непосредственно мы изучаем культуру, историю, и также я вам сейчас покажу, как мы ее доносим до нашего населения, и везде заложен дух патриотизма. Вот об этой концепции как раз я сказала, где у нас очень много мероприятий, как в образовательном пласте, так и на стыке образования, культуры, просвещения, воспитания. Также делаем акцент на людей с ограниченными возможностями, средства массовой информации, и в каждой ступеньке заложен дух патриотизма, и все оно сопровождается фестивалями, конкурсами. Здесь я обращу внимание, что именно в образовательном пласте дух воспитания заложен в каждом модуле. И вы знаете, что сейчас есть и движение первых, у нас есть «Горжусь», акция такая, да, на федеральном уровне, горжусь своими героями, где также наши студенты, студенческий совет активно принимают участие и с точки зрения продвижения духа патриотизма, любви к нашей родине, и с точки зрения истории. Вы знаете, есть такие конкурсы «Эхо веков», семейный конкурс, где династиями идет воспитание, и основным блоком идет культура, где мы сохраняем историю. Также у нас мы принимаем участие со студентами к 9 мая, где все преподаватели, тысячный хор межвузовские студенты приходят также с семьями. Это также патриотизм и дух. И, конечно же, это наши традиции, обычаи, наш фестиваль «Безназамама», о котором так же, как патриоты, вот нас расскажет наша участница. И опять-таки, это все мы, деятели культуры. Конечно же, когда мы говорим о нашей востребованности, мы хоть и идем в ногу со временем, говорим также о цифровизации, но цифровизация нам помогает более масштабировать. Если мы посмотрим наши сегодняшние патенты, где на сегодняшний день все кафедры нашего вуза, вот Венера Ахатовна, да, здесь у нас как раз мы показываем обрядовую культуру, песенную культуру, быт, традиции, обычаи, музыкальные инструменты. И мы через оцифровку, через программное обеспечение в новом формате показываем и
также доносим до нашего молодого поколения, потому что мы все знаем, что сейчас многие находятся у нас, сидят с телефонами, и как же их? Мы находим такие методы, и это опять-таки патриотизм и дух. А, Здесь также мы работаем и с реальным сектором экономики. Почему это очень важно? Потому что на сегодняшний день, как я вначале сказала, мы масштабируем, и мы понимаем, что, сохраняя культуру, мы вот ярким примером вот именно взаимодействия, это вот за короткие круги нам надо было поменять образовательные пласты, помимо того, что мы работаем с голосом, это у нас медиалицы, да, это те продвиженцы к родному краю, те продвиженцы культуры не только к родному краю, но и к матери, к людям, к братьям, сестрам. И все через это музыкальное искусство, через слова, мы через их вид, через их эмоциональное исполнение, мы, конечно же, это видим, они транслируют, и мы сами меняем свое мировоззрение. Вот ярким из примеров и посмотрите на костюмы, которые вот вы сейчас смотрите. То есть одно – это у нас народные художественные костюмы, и как раз здесь яркие примеры наших молодых, как с точки зрения цифровизации, где молодые сами разрабатывают по народной художественной культуре традиции, обычаи в цифре. И вот как раз виртуальный музей с историей, он как раз у нас открыт. И наша молодежь, волонтеры на форуме «Казань Digital Week», и наша обрядовая культура везде, костюмы, цифры, это нужны знания как Родины, как патриотизма, так и, конечно же, глубокие истории наших бабушек, дедушек, то, что они для нас оставляют. И, конечно же, когда мы говорим, а как мы это протранслируем и нашему будущему в современном обществе, вот один из ярких примеров, где вы видите именно элементы современной одежды, и здесь яркий пример новой модели выпускника, где, изучив костюмы народной художественной культуры, изучив историю, какая должна одежда, как она изнутри многослойно, вот здесь мы вот смотрим, да, вот непосредственно вверх у девушки, он помимо того, что в этно-орнаменте, он также сделан с элементами, что у девушек очень много катлаулы киімдерді біз аны айтабыз енді. То есть в несколько тонов была одежда. И мы видим узоры этно. И эту одежду мы понимаем, что мы можем идти хоть на вечеринку, хоть на каждый день. Это мы видим. И это, конечно же, наш культурный код. Здесь мы транслируем нашу историю, нашу культуру, несмотря на взаимодействие с зарубежными странами. Везде у культуры нет границ. Вот яркий пример. Помимо стран СНГ, буквально за это полугодие Стокгольм, Милан, именно мы показывали это на наши показы, и это патриотизм к родине, и мы видим, насколько были наши зарубежные страны восхищены именно этими показами. Конечно же, мы транслируем патриотизм и любовь к родине, мы воспитываем наших выпускников, и вы на сцене видите как раз на слайде, это наши выпускники, которые встречают нас в зарубежных странах. И они также являются лидерами именно народной художественной культуры, и это заслуженные артисты уже в своих вот регионах, в республиках. И, конечно же, нам очень приятно то, что именно наша методика и наша культура, а наша республика, она многонациональна, то, что оно дает отпечаток и в зарубежных странах. Мы видим, что они работают профессиями, и не только они являются исполнителями, они также являются и руководителями. То есть это для нас очень гордо. Здесь я приведу в год педагога и наставника, и не просто так говорила про модули наших элементов воспитания и кто же такой это деятель культуры, почему именно мы сейчас это наши студенты, наш педагогический состав, мы не первые мероприятия проводим именно для наших участников СВО, но вот в год народной художественной культуры нам еще раз хотелось заакцентировать на и деятелей культуры, и на участников СВО, потому что на сегодняшний день наши студенты находятся, которые сами захотели поехать туда. У нас есть добровольцы, которые несут свой долг, защищая Родину. Также наши выпускники, студенты поднимают дух, ездят
именно на передовую, и мы берем обратную связь, когда они приезжают. Мы приглашаем их сразу на встречу студентов, и мы понимаем, что выпускники нашего вуза, я гордо могу сказать, что являются теми трансляторами, защитниками нашей Родины. И вот как раз на одном из выступлений в полуфинале Герой России Расим Баксиков сказал: мы там, на передовой, для того, чтобы защищать вас и чтобы вы жили здесь такими счастливыми. Здесь я акцентирую на то, что мы, деятели культуры, выполняем этот долг на протяжении всего своего жизненного цикла, потому что именно деятели культуры, у нас и система образования по-другому, так как мы поем, выступаем с маленьких лет, в утробе матери мы начинаем. И вот как раз мы сейчас разговаривали, я даже говорила, вот как у нас капитан команды Евгения Максимовна во время регионального, зонального этапа и гала-концерта республиканского «Бизнес-Заман» в перерыве быстренько родила ребенка и также команду свою повела на выступление. Это говорит о том, что именно музыка, творчество воспитывает дух. И поверьте мне, беседуя с нашими студентами, с лидерами студенческого движения, мы видим тот дух патриотизма. И вот с гордостью еще раз повторяю, что именно деятели культуры являются теми же трансляторами, потому что с маленьких лет вот мы росли, мы слышали голос Венеры Ахатовны, ее патриотизм. И дети ее стараются сейчас скопировать. Раяз Фасихова входит на сцену. На самом деле его голос, как он патриотично поет, как он совершенствует свою деятельность, это, конечно же, медиалицы, которые, опять-таки, это наши в своей области тоже герои нашего Отечества. И, конечно же, говоря о мероприятиях, мы также делаем на протяжении этого периода, мы проводим мероприятия, выступаем в госпитале бойцов, пишем письма, и вот как наши выпускники, которые ездят именно в горячую точку и говорят, что нас там ждут любую весточку, письмо. Вот мы банку варенья присоединились к акции. И даже весточку какую-нибудь вокальное искусство, если мы вот пошлем, они все ждут, и им это очень приятно. Вот это их заряжает их энергию, и они понимают, что они там защищают нашу Родину и нас. Вот. И мы непосредственно вот этот концерт подготовили для того, чтобы поддержать наших участников СВО, также протранслировать в год народной художественной культуры, насколько мы многонациональны. Наша республика многонациональна, не имеет границ, будет и выставка, будут и наши выпускники, знаменитые артисты, и преподаватели будут петь. И, конечно же, мы этим концертом хотим показать, что наша Родина, она непобедима. Мы всегда вместе, мы всегда сильны. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Мира хатны сөз сізге әлеге концертта кімдер катнаша һәм без бит инде сезне җырчы буларак кына түгел, әле педагог буларак та беләбез. Сезнең укучыларыгыз арасында кемнәр булачак әлеге концертта? Безнең хәерле көн барчагызга да. Безнең 26 ноябрьдә пирамида залында хәйрия концерты узачак һәм аны планга кертүгә үк без бүтән институтыбыз белән һәрбер кафедра, һәрбер студент монда шундый зур теләк белән алынды, зур теләк белдерделәр катнашыр өчен. Һәм менә Рушиха әйтеп китте, бу безнең шушы махсус хәрби операциядә катнашкан батыр егетләребез өчен бу бер генә чара түгел, без ул чараларны гел оештырабыз, шул катнашабыз. Чөнки менә монда инде безнең барыбызның да ниндидер бердәмлек хисе уяна, бердәмлек сыйфатлары уяна һәм гомумән безнең халык кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Шушы концерт программасына килгәндә
Минем Йолдызлар фабрикасы деген группа бар. Анда 100дән артык безнең институтны тәмамлаган студентларыбыз. Һәм мин анда игълан яздым. Менә 26-сында концерт булачак. Кемнең бар теләге катнашырга. Барысы да теләк белдерделәр, ләкин аларны 100 кешене кертеп булмый бит инде бу концерт программасына. Ул истәбеленгә кадәр булыр ул концерт. Бәлки тәүлек дәверендә дәвам итәргә. Һәм шушы концертны ямьләндерер өчен тагы да без инде безнең сәхнә йолдызларыбызны чакырдык. Алар арасында Вадим Захаров, Раяз Фасыйхов, Алина Шеребзянова, Амир Ахмадишин, Илнар Миранов. Үзем дә рәхәтләнеп катнашачакмын. Алла бирсә, мин уйлыйм бу концерт югары дәрәҗәдә узачак, чөнки аның җаваплылыгын без барыбыз да сизәбез. Һәм менә бүген әле шундый җаваплылык хисе белән, шундый патриот хисе белән безнең Раязыбыз Пермьнән килеп төште поезддан, с корабля на бал дигәнде әйтергә була. Менә шундый безнең институт тәрбия алып бара. Менә шушы патриотик рухта безнең студентларыбызны тәрбияләүдә бүген инде Руши Хадаровна безнең бөтен хезмәтебезне күрсәтте. Дөрестән дә институт хәзер безнең менә шушы Поволжский регион, гомумән федераль югарылыкта тора. Иң беренчеләрдән дип әйтергә була инде. Раяз, бер-ике сүз әйт инде син дә. Шул кадәр ерак юлдан килеп име. Хәерле көн барыгызга да. Гомумән безнең теге кафедра сольное пение дип әйтәбез инде, ул бик матур гаилә. Син менә мин ничәнче елны тәмамлаганымны хәзер искә дә төшерә алмыйм. Һаман шунда укыган кебек. Көндә киләбез, безне инде вакытыда син кем диюче юк. Таныйлар, кертеп җибәрәләр. Без шунда бергәләп сөйләшәбез, аралашабыз. Һәм безнең кафедрабызның менә ул әнисе, без аны Венера хатынны булай гына икенче әни дип йөртмибез. Ул бөтенебез өчен дә борчылып, менә әле күптән түгел генә Вадим Захаровның тавышы бетте. Бөтен дөнья белән аның өчен борчылып йөрибез. Венера хатынны аңа фониатрлар табып, дөрес врачлар табып, лечи итеп, менә әнисе урынына калган кебек. Бөтенебезнең дә шулай ничек хәлләр, гаиләдә ничек, һәм бу проект буенча әйткәч тә барыбыз да аны инде хуплап алдык. Бездә әтеге әни сүзенә каршы килү бик Не положено. Коркыныч та бераз. Булай итеп янап җибәрсә, Венера хатынына бик зур рәхмәт, чынлап университетта менә шундый проект. Мин үзем дә инде бу проектларны оештыра торган кеше буларак, катнаша торган кеше буларак рәхәтләнеп хуплап алдым. Бер якшәмбене бу матур проектка багышларга була, рәхәтләнеп килеп, карап, без инде чын күңелдән җырлап, сезнең күңелләрегезне күрербез, хөрмәтле тамашачылар, сезгә менә мөрәҗәгать итәсем килә бу проектта, бу концертта рәхәтләнеп ял итеп, үзегезнең менә бу әлбәттә бу кем әйтмешли, булай да бик күп көч кертә һәр кеше бу махсус операциягә. Бераз гына ял итеп, концерт тыңлап, тагын да үзегезнең өлешегезне кертергә була. Мин аны инде һаман әйтергә яратам. Шуңа күрә менә шундый бер матур җылы гаилә кебек яшибез, менә шундый проектта катнашабыз шуңа күрә. Бу һичшиксез онытылмаслык концерт булачак һәммәбез өчен дә. Һәм әле ул көнне, якшәмбе көнне, әниләр көнне менә Раяз әйтеп китте. Әнинең сүзен, Венера хатының сүзен. Ярамыйдыр. Әниләр көнне ул көнне. Ул көнне концертта әниләргә багышланган нинди булса блок булачакмы, я булмаса җырлар. Әлбәттә, программага һичшиксез Роза әниләргә багышланган җыр. Әниләргә дә багышланган җыр бар. Һәм менә әниләрдән дигәндә җырыбыз Родина мать та дигән җыр бар. Һәм ул менә теге широко, если сказать, что вот именно с песни «Родина мать» такие слова, что именно она нас растит, мы ходим по этой земле, мы кушаем этот хлеб, который сами выращиваем. Именно с этой песни зайдем. А про маму это әни кеше, без аның җылы кочагыннан чыгабыз. Ул безне үстерә, ул безне ашата, тәрбияли.
һәм әниләргә дә багышланган әнисез герой Россияларда булмый. И шул Минем әни- репертуарда Роберт Миндулинның Резида Хияр белән язган иҗат җимеше «Яратыгыз» дигән җыр булачак. Ул да һәрбер кешенең яшәү девизы булырлык җыр. Чөнки без бу дөньяга яратырга килгәнбез, туган илебезне, туган телебезне, әти-әниләрне, балаларны. Менә шундый рухта дип әйтик инде, безнең бөтен концерт программасы төзелгән. Менә шушы оптимистик һәм позитив һәм киләчәккә зур ышанычлар, тынычлык булыр дөньяда дигән менә шундый рухта концерт программасы төзелгән. Төстән дә бу онытылмаслык шундый бер кичә булачак, чара булачак. Һәм тагын әйтеп кайсым килә, концерт рус белән татар телендә генә түгел, многонациональный. Үзбәкчә дә җырлыйбыз, мордовча дә җырлыйбыз, төрле Төрле телләрдә. Әйе. Бик шәп. Евгения, вот уже коротко рассказали о вас, о вашем тоже героическом, так скажем, поступке, как вы в первых числах ноября родили и уже с 17 по 20 выступали на зональных этапах отборочных турах фестиваля «Безнал Заман». В наше время «Безнал Заман». Расскажите, пожалуйста, ваш коллектив как называется, с какими номерами вы примете участие именно в рамках этого концерта? Добрый день. Я являюсь капитаном команды Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Для многих, наверное, да, сразу возникает вопрос, причем здесь безопасность дорожного движения и творчество. Когда-то в 2017 году мы, как любители, приняли участие в ежегодном фестивале, в телевизионном ежегодном фестивале творчества работающей молодежи. И вот на протяжении уже, получается, это для нас был 7-й фестиваль. Мы показываем свои умения, то, чему нас научили. Научили нас педагоги Казанского института культуры, за что мы им очень благодарны. И у нас теперь есть такая возможность, да, принимать участие в совместных концертах, совместных каких-то проектах. Как Роша Хайдарна уже ранее сказала, что мы выступали в военном госпитале Министерства обороны Российской Федерации. Ну и на данном концерте от нас будет представлено 4 номера. Они у нас разных направлений. Это и хореографический номер, и музыкальный, вокальный номер, и направление инструментально-исполнительство от нас будет. Прям Я, можно, разноформатные. тоже дополню, пожалуйста. Вот когда мы говорим, вот и Евгения Максимовна как раз сказала, причем тут ГБУ «Безопасность дорожного движения» и культура. Вот в первую очередь, если мы знаем, у нас готовятся юные инспекторы движения, и у нас, наша команда Республики Татарстан лучшие в Российской Федерации, и они представляли нашу команду и в европейском конкурсе, всегда занимали 1-2 места. И самым основным там всегда была презентация агитки. Агитка — это и песни, и танцы, и движения, то есть мы воспитываем и там. И когда говоря вот именно о команде, и вот Евгения Максимовна, когда мы с ней разговариваем, когда готовят наши педагоги и в районах готовят наши выпускники, здесь мы видим что? То есть как раз та рабочая молодежь, которая в свое время хотели петь, хотели танцевать, но где-то родители не подтолкнули, кто-то сам поленился, то есть неосознанно еще в этот период был. И именно они сейчас реализовывают себя. Они на сцене, если вы посмотрели, это есть и на YouTube-канале их гала-концерт, мы видим, насколько семьи, дети — это такое единение, и они поднимают исторические факты, как у нас движется наша эпоха. И это они показывают на самом деле с сохранением нашего культурного кода, потому что то, что они поднимают на сцене, народную художественную культуру, костюмы всевозможные. У них также есть агитка своего предприятия, а это патриотизм и человек труда, как сказал Рустам Нургалиевич. Человек труда — это тоже наш человеческий капитал, и это наш патриотизм. И вот мы даже ведем исследования и видим, насколько даже производство, оно у нас растет.
Там есть и с порохового завода, Нижнекамск, нефтехим, и, ну, то есть все наши предприятия, мы видим, что качество даже производительности у нас растет. Спасибо большое за дополнение. Уважаемые коллеги, давайте перейдем к вашим вопросам. Наверняка они у вас есть. Hörmətli коллегалар, сұрауларыңыз болса рахмет етіп, алайса мен бір ғана тағын сұрау беріп аламын. Учитывая, что все-таки Казанский государственный институт культуры является организатором данного концерта, сколько ребят у вас из числа студентов сегодня находится на СВО? Насколько мне известно, ваши студенты также ездят туда и даже дают там концерты. Да, на сегодняшний день у нас находится, добровольцами находится 5 студентов, которые учатся на очной форме обучения, которые пошли добровольцами. И о выпускниках мне прям вот на языке стоит, прям хочу назвать героев у них, потому что они работают совместно с Министерством обороны Российской Федерации, но имена сказать не могу. Они имеют свои звания, и это гордо. На сегодняшний день в Министерстве обороны у нас работают 2 студентов, 2 выпускников. Которые постоянно ездят в зону Да, СВО и дают да, там концерты. Да. Спасибо вам большое. Также напоминаем, что 26 ноября в 18:00 состоится концерт «Своими делами Отечество славим». Приглашаем всех, уважаемые коллеги, принять участие, посмотреть этот прекрасный концерт и также, возможно, даже именно там порадовать свою маму с наступающим Да. Днем Матери. Ждем вас всех на концерт в год народной художественной культуры. Протранслируйте, какая у нас культура многообразна и богата. Спасибо большое. Также, уважаемые коллеги, поздравляем и спикеров, и вас с наступающими праздниками и желаем всего самого хорошего. Рахмат сау болыңыз. Рахмат, Сартым.